o'sha islom dinini ravnaqi yo'lida deydi. U ham bir rivoyatlardan kelib bir nima deydi? Mo'jiza bilan ro'y bergan deydi. Shu yerga kelib deydi, namoz o'qish uchun deydi, anaqa qilganlarda suv bo'lmaganda deydi, Allohga yuzlanib niyat qilganlarda shu yerda deydi, buloq paydo bo'lgan, 5 ko'z bo'lib deydi. Haqiqatan ham 5 ta buloq mana chinori orqa tarafida. Orqa tarafida joylashgan, boyagi deydi, suvlardan deydi, tahorat olib, boyagi namozlarni o'qib bitirganlarda deydi, o'sha qo'llar это значит технологическая башня. Как раз здесь, в этой технологической башне, находятся солнечные печи. Ну и самая большая солнечная печь тоже находится здесь, в этой технологической башне. И всего лишь навсего передавая луч солнца от одного расстояния на другой и фокусируя его в одной точке, мы получаем температуру, которая достигает 3000 градусов. Представляете? Бесплатно почти, можно сказать. Не сжигая ни жидкого, ни твердого топлива. Ну, что это означает? Если для сравнения металл, железо, в среднем температура плавления это 1200-1500 градусов. Или же на поверхности Солнца условно от 5 до 6000 градусов. Тут целых 3000 градусов и задается, соответственно, вопрос, для чего мы ее используем. Ну, одно из уникальных направлений это, значит, тестирование, изучение, исследование космической отрасли, головки летающих аппаратов, крылья, лопасти, корпуса летающих аппаратов. Это один из уникальных проектов. Вот он, как раз одна из историй, которая побывала в космосе, это обшивка от бурана. И как раз уникальность нашей технологии в том, что мы именно создавая натуральные условия, тестируем обшивки космических кораблей. Видите, вот круг, да, воздействие. Это как не... Когда мы включили солнечную печь, и за какие-то доли секунды высокое воздействие. Карбон 2000 здесь как раз выдерживает, и 2000 импульсное мгновенное воздействие, ну плюс еще уникальность нашей технологии, высокой температуре воздействия, еще механическое воздействие, это трение, искажение, износ, то, что есть как раз в атмосфере, при том, что мы можем его еще и резко охлаждать. Охлаждать это с помощью жидкого азота. Ну, вот один из уникальных проектов, что мы делаем, чем мы занимаемся. Одна из тоже уникальных разработок – это синтез тугоплавких, неметаллических, особо чистых оксидов. Ну, область применения очень широкая, везде сейчас, где расширение металлов, коэффициент трения, износ очень большой, керамика уже давно заменяет металл. Другое направление – это водородная энергетика. Ну, мир начал сейчас переходить на водородное топливо, мы тоже начали заниматься водородом, так как один из самых простых способов получения водорода – это электролиз, ну, расщепление воды, формула воды, да, H2O, а вода как раз расщепляется от 2 до 2700 градусов, и как раз при такой температуре получается самый чистый зеленый водород. У нас есть гелиоустановка, которая дает 3000 градусов. Ну, вот, воспользуемся этим случаем, и в настоящее время мы получили самый чистый зеленый водород, еще плюс с помощью чистой энергии, не сжигаем ни жидкого, ни твердого топлива. Вот один из уникальных проектов. Другой это карбон.
направление, ну вот она на вид как гранулы, они используются для того, чтобы удерживать влагу в почве саженца. Например, 50 грамм гидрогена засыпается на одно деревце, заливается водой, там ну, минимум 3, даже 6 месяцев есть влага за какие-то доли секунды, да, и все, загоралось. Ну и вот чайник, о котором вы говорили, то же самое, у нас и есть чай, кофе, там капучино, и плов, и суп, это все реально готовится дальше, уже шашлык, он мангал.